Сейчас оппозиция в Сыскаре, в Республике Коми, находится в очень таком сложном положении, достаточно сложном. И все это началось 11 августа. Если вы помните, как раз это было задержание меня, моих соратников и последующий арест. Нас задержали сначала около 10 человек, потом, значит, 6 отпустили. Трое у нас, значит, просидели 7 суток, я просидел 12 суток. Вот. Для вас, для всех было сказано, что вроде как власть борется с национал-патриотами, вроде, значит, меня отстранили просто перед, скажем, празднеством 90-летия Республики Коми, потому что должны были приехать всевозможные, значит, гости, очень статусные, ну и чтобы мы там здесь не мешались под ногами со своими там митингами, пикетами, народными собраниями, сборами и так далее. Но хочу вас уверить, что это не так, это был сделан шаг, репрессивный шаг со стороны власти против всей оппозиции в целом, против всей республиканской оппозиции. Я не говорю про карманные партии, там коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия. Я говорю про реальную оппозицию, которая сейчас у нас существует в Республике Коми, которая по сути родилась сейчас как раз вот буквально за этот месяц. Это объединенные силы оппозиционные, которые я хочу вам потом представить попозже немножко. Вот. И как раз после вот, стратегии 11, когда нас арестовали, мы тоже долго думали, что это было такое, да, то есть, как бы, что это за такие начинающиеся репрессии. Но потом наши, скажем так, вот эти мысли были подтверждены арестом другого оппозиционера, это Алексея Семенова. Вы знаете, что он вот сегодня как раз освобождается, ему дали 5 суток ареста за его одиночные вот как раз пикеты, за его позицию по отношению к власти. Вот. Ну, не знаю, кому вот он помешал, даже вот посмотрите, вот там вы его, конечно, представляете, все его знаете, это там человек такой, значит, такого, я извиняюсь за выражение, бомжеватого вида, с такой бородой, там, на ней там крошки хлебные, там шелуха от семечек, то есть он там непонятно где ночует, там на вокзалах, там в офисе мемориала. Но сам факт, арест его, то есть, как бы видите, как власть напугана вообще всей оппозицией, вот, буквально там, что бы она ни представляла. И вот Алексей Семенов, он безресурсный человек, то есть он без денег, его никто не поддержит, он ведет там свой там какой-то живой журнал, который там посещает буквально там 2 человека, начиная, допустим, с того же Игоря Сажина и заканчивая там, ну, я тоже очень часто люблю к нему заходить на живой журнал, смотреть там, какие у него там новости, да. И его арест, он еще раз подтвердил то, что на оппозицию, сыктывкарскую, республиканскую оппозицию происходят очень сильные сейчас наезды со стороны власти. То есть власть отложила в сторону вот эту вот книжицу, которая называется Конституция Российской Федерации, да, просто отложила в сторону, взяла в руки, ну, руками, естественно, правоохранительных органов дубинки, наручники и широкомасштабно стала наступать на оппозицию. Естественно, это перед выборами делается, чтобы никто из, скажем так, сильных лидеров оппозиционных даже не подумал о том, что может там баллотироваться или там выступать с критикой какой-то против власти. Поэтому нас это подвигло к шагу, к объединению оппозиции, республиканской оппозиции. Я говорю не о псевдооппозиции, еще раз, о той, вот, которую представляют карманные партии, а о настоящей оппозиции. И первым шагом, естественно, нашим, это было сбор на стратегии 31. Вы знаете, что вот эта вот стратегия 31, вот в рамках как раз она проводится народных собраний, народных сборов. Вот. А сейчас в Сыктывкаре вот на 31 августа эта стратегия объединила почти что все оппозиционные группы, оппозиционные движения, оппозиционные вот эти все организации. Вот. Но, естественно, знаете, как говорят, в семье не без урода. Да? То есть получилась такая ситуация, что один персонаж, известный вам тоже, это вот Игорь Сажин, вот, он, значит, назвался, скажем так, организатором этой акции и попытался, скажем так, провести некую провокацию на Степановской площади. Вот. То есть мы, значит, пытаемся здесь всех объединить, мы разослали, значит, всем приглашение прийти на Степановскую площадь, объединиться,
сказать свое твердое «нет» произволу властей, выступить в защиту свободы митингов, собраний, народных сходов, народных сборов и так далее. Здесь же появляется человек, лидер мемориала, и всем говорит, что давайте расходимся, то есть показывает какую-то липовую бумажку, которую ему там якобы прислали с прокуратуры, и говорит, давайте, я там организатор, ничего здесь не будет и так далее. Понятно, что этот факт, естественно, это попытка скажем так, захвата, скажем, рейдерского оппозиционного поля и влияние на него через Сажина. То есть власть пытается через мемориал повлиять на оппозицию. То есть у нас мемориал вроде как позиционируется, скажем так, такой жесткой, значит, к власти риторикой, вот, оппозицией такой, но получается на деле совсем по-другому. И в том же мемориале сейчас зародились несколько экстремистских группировок даже. Вы знаете, что сейчас, вот буквально за последние полгода, было совершено несколько нападений наших активистов со стороны членов мемориала. Вот последнее нападение, которое вот сейчас совершил некто Павел Андреев, вот, который, значит, член мемориала, вот, он, значит, на своей личной автомашине, значит, собрав несколько молодчиков из анархических кругов, подъехал к нашему активисту, к дому. Они там выслеживали буквально там, в течение 2 или 3 дней. Там они сидели в засаде, то есть, ну, по-видимому, там вечерами. Я не говорю, что там круглосуточно. Вот. И напали нашего активиста Анатолия Крапивкина. Вот как раз он у нас здесь в зале находится. Вот. Я думаю, если вот он захочет, он расскажет про нападение отдельно. Да? Но по сути там это было вооруженное нападение. То есть человека пытались убить просто. Вот, значит, ну, Анатолий, значит, будучи здоровым человеком, сильным, крепким, вот, сумел все-таки как-то, значит, оборониться, вот, нанес даже там одному из них, там, из нападавших урон значительный, вот, ну и скрылся от них. Вот. Милиция, значит, в данном случае, на милицию поступило вот и заявление, поступили, значит, всевозможные наши высказывания в сторону милиции, но его поныне там. То есть как бы сейчас на данном этапе вот как бы это дело пытаются развалить. Появился как раз там и правозащитники с мемориала появились, когда был арестован вот как раз Павел Андреев, как раз был когда арестован. Сразу появились, значит, куча, значит, правозащитников, куча, значит, там юристов, начали его там отмазывать, так скажем, назовем это слово, да. Вот. И сейчас дело, по сути, это уголовное дело разваливается прямо на глазах. Второй момент, вы слышали, наверное, когда было разгромлено целое предприятие в окрестностях Сыктывкара, которое занималось, значит, поимкой диких животных, то есть собак. Когда, значит, были выпущены как раз членами мемориала животные эти все, значит, они там, эти все, там, они балахастые, злые, дикие, некоторые, значит, даже, я думаю, что и больные какие-то, да, вот, они были выпущены, а предприятие было подожжено, то есть и разгромлено полностью. То есть, я думаю, что вы, наверное, слышали про уголовное дело, да, что там людей преследуют за это, или не слышали тоже? Я вот, к примеру, тоже не слышал. Как раз опять все сошло им с рук. То есть, в недрах мемориала сейчас зародились экстремистские организации, которые, по сути, власть использует барьером, использует неким, грубо говоря, буфером между оппозицией и между Единой Россией, и между, допустим, тем же там, Народным фронтом. То есть власть не может уже, грубо говоря, справиться, еще раз вот повторяю, с помощью вот этой книжки Конституции Российской Федерации, да, она сейчас использует все методы всевозможные, начиная от репрессий со стороны правоохранительных органов, заканчивая уже там, экстремистскими какими-то выходками. То есть именно нападениями на наших активистов, значит, и другими всевозможными атаками. Вот. Поэтому, объединяя оппозицию, мы будем смотреть очень четко, то есть мы будем выбирать, кто есть оппозиция, кто работает на власть, кто работает на, скажем так, кто является исполнителем заказа подавления оппозиции. То есть я думаю, что вот члены мемориала, там, естественно, не все такие плохие, не все экстремисты и там, всевозможные там, анархисты. Да? Есть там и более-менее порядочные люди, которые мы тоже в свою, скажем так, в оппозиционный пул тоже позовем обязательно. То
То есть двери у нас для оппозиционного объединения все открыты всем, все оппозиции. То есть мы, естественно, будем там выбирать, кого звать, кого не звать. Но, естественно, там как бы хотелось бы видеть и часть правозащитников каких-то тоже в наших рядах. Ну и самое главное, что хотели мы вам донести до вас, по поводу, значит, регистрации региональной партии, которая будет называться «Рубеж Севера». Это будет самая первая региональная партия в России. То есть мы будем ее регистрировать в ближайшее время. Естественно, я иллюзий не строю. По закону Российской Федерации региональные партии запрещены. Но у нас есть Верховный суд России, у нас есть Европейский суд, до которого, я думаю, мы дойдем. Вот. И все-таки зарегистрируем эту региональную партию «Рубеж Севера», вот, которая в будущем будет участвовать в выборах, которая победит обязательно, которая займет свое место в парламенте Республики Коми, которая будет не на словах, а на деле бороться за наши права, которая будет решать, кому выкачивать здесь нефть, кому выкачивать газ, кому вывозить лес, другие полезные ископаемые, а не так, как сейчас. Когда у нас происходит ситуация, когда решают в Москве, что делать в Республике Коми. Сколько нефти выкачать, сколько газа выкачать, сколько леса вывести и так далее. Мы сами здесь, как региональная партия, будем решать все эти вопросы. И тогда мы будем формировать и правительство, будем формировать и другие органы власти. Поэтому мы готовы к этому. В наших рядах сейчас уже в организации около 1000, даже больше, около 1200 человек. То есть мы открыты, у нас открыты крупные организации в Иркуте, в Картировском районе. Сейчас в Ухте у нас готовятся отделения. Вот. В других районах мы представлены небольшими, правда, сейчас группами. Там где-то ячейки, где-то там группы до 10 человек. Но как раз это формирование партии как раз у нас сейчас идет, скажем, большими, огромными семимильными шагами. Как вы прокомментируете слова о том, ваш адрес и в адрес вашей организации, что вы курируетесь тоже желтого дома? Ну, знаете, люди, которые курируются в желтом доме, да, они, во-первых, туда, наверное, ходят раз там, в неделю, там, раз в месяц там, и так далее. Да. Потом они ни в коем случае, наверное, не сидят в тюрьме. И в-третьих, наверное, они не получают столько там, значит, тумаков, как я, допустим, к примеру, да, когда мы выходим, значит, на первые выборы, нас обвиняют в чем-то, через 4 года мы готовимся, значит, выходим на вторые, нас полностью снимают. Неужели вы думаете, если я, допустим, курился из Желтого дома, я бы сейчас уже, наверное, был, наверное, заместителем какого-то министра, как минимум, да, как максимум я был бы сейчас советником губернатора Гайзера. Вот. То есть, поэтому я думаю, что вот эти слова, наверное, думаю, ответить на ваш вопрос. А может там в другом причина, что вас не допускают к этому? Ну какая может быть причина? Я гражданин Российской Федерации, то есть я имею какие-то ресурсы, у меня есть газеты свои, да, то есть у меня есть там какие-то финансовые возможности. Неужели вы думаете, что я бы, если бы был бы, допустим, не против власти, я бы как бы давно уже стал бы депутатом?